Эти девушки хотели быть моделями, а превратились в живых скелетов. Торчащие ребра, высохшие руки, ноги как спички и выпавшие зубы. Тысячи девчонок, называя себя бабочками, тайно худеют в социальных сетях. Вы даже не представляете, насколько их много. Это говорит Украина, я Алексей Суханов. Проблема булимии и очень часто анорексии, но булимии прежде всего. Это эмоциональная проблема, и чаще всего, вот как в нашем случае, это ситуация такого острого чувства беспомощности, когда человек не может помочь. Это бывает в тех ситуациях, когда он находится, допустим, в семье и должен решать не ему принадлежащие проблемы, переживать не ему принадлежащие муки. Когда человек наблюдает, как страдает один взрослый, второй взрослый, потому что ребенок всегда хочет помочь. Поэтому мы не знаем, как бы вы говорите о питании, здесь речь не о питании. Вы говорите о том, что мама сделала так или иначе. Поймите, вопрос в том, какие у них отношения. Насколько они действительно близки, насколько мама в состоянии решать свои проблемы, потому что почему дочь не может с ней поделиться? Потому что это еще сильнее ухудшит ее положение. Не хочет видеть ее страдающей, понимаете? И страдает, видя ее страдающей. И это такое страдание, оно действительно вызывает чувство беспомощности, потому что от твоего страдания все равно ничего не меняется. И, по сути, ребенок должен просто ждать, пока что-то изменится в семье. Хорошо, И вообще я вот вас слушаю и понимаю, что, по сути, дело в подмене понятий, потому что вы называете красивой, значит, худой. Но правда в том, что красота – это норма. Некрасиво больше нормы, некрасиво меньше нормы. И все вы, и, по сути, вот это стремление похудеть, это всегда стремление к красоте, к какому-то социальному признанию, к успеху, к счастью. Но пути туда совсем другие, не через тело. Я еще раз хочу обратить внимание, что наши герои все, по сути, убивают себя, потому что это суицидальный синдром, это самоуничтожение. Поэтому мы имеем дело не с телосложением, а с теловычитанием в какой-то момент. Человек, по сути, сам себя истязает. Для чего? Почему он это делает? Потому что, прежде всего, он недоволен собой сам. Во-вторых, потому что им недовольны самые близкие, те, с кем он связан. И в каком-то смысле, пока это недовольство не закончится, не изменится отношение, то есть пока не изменится на самом высоком уровне отношение к самому себе, к другим. А что значит другим, например? Потому что мы живем в парадигме, где красота действительно залог успеха. Но это полный нонсенс, это иллюзия. Залог успеха совсем другие вещи. А дети, подрастающие, молодые люди, они хотят быть успешными, и они подменяют содержание формой, они думают, что они создадут себе форму. Это не они подменяют, это им создают эту иллюзию, это общество, те же СМИ создают эту иллюзию. Да, поэтому они в каком-то смысле заложники той культуры, в которой они находятся и живут, поэтому очень важно говорить о том, что здоровье хорошо, здоровье красиво, здоровье привлекает.